Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте. В сегодняшнем выпуске нам бы хотелось поговорить о лекарственном обеспечении. Ежегодно Кабинет министров утверждает ведомственную целевую программу «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений». В 2023 году на эту программу было выделено 150 миллионов рублей, а на текущий год финансирование было увеличено и составило 190 миллионов. Задачи программы – улучшение оказания медицинской помощи гражданам. Какие конкретно программы осуществляются, какие лекарства приобретаются и какие пациенты их получают бесплатно. Об этом более подробно. Основной политикой Министерства здравоохранения республики является обеспечение лекарственными препаратами лечебные учреждения. Во втором полугодии уже начинается формирование бюджета на следующий год. Собирается информация с лечебных учреждений, ведется диалог с главврачами с учетом их нужд и запросов, готовятся проекты целевых программ. Они отправляются на утверждение в Кабинет министров, а затем начинается их реализация. Если говорить о текущем годе, то на целевые программы было отпущено 190 миллионов рублей. На сегодняшний день уже освоено 64 миллиона. Что государство гарантирует в рамках этой целевой программы? Первое, экстренная помощь больных, неотложная помощь, обеспечение лекарствами. Когда пациенты поступают, то трое суток мы можем перекрыть вот этими препаратами, которые мы даем лечебным учреждениям. Помимо этого, в этой программе, которая утверждено, направление ведется по химиотерапии. Третья линия химиотерапии на базе Республиканского национального онкологического центра ведется диагностика и лечение и химиолечение в данном учреждении. Как это все происходит? Это все происходит в соответствии с теми заявками, которые предоставляет Национальный онкологический центр. Они даже предоставляют эту информацию, кому необходимо проведение третьей линии пофамильно. И какое количество препарата необходимо лечение на 1 месяц, на 2, на 3. Лекарственными препаратами обеспечиваются республиканские, а также детские и специализированные медучреждения. Особое внимание уделяется Республиканскому онкологическому центру. Для пациентов на стационаре предусмотрено бесплатное лечение. Курс лечения для пациентов на химиотерапию очень разнообразный. Если брать на квартал, один сложный пациент может обойтись до 2 миллионов рублей. В среднем один пациент государству обходится до 500 тысяч рублей. Большая поддержка населения – это появление программы по химиотерапии, так называемой третьей линии. Это таргетная терапия – одна из совершенных и наиболее безопасных видов лекарственного противоопухолевого лечения. Препараты воздействуют только на опухолевые клетки, не затрагивая здоровые ткани. Программа начала работать в 2021 году, и благодаря ей многие пациенты, не выезжая за пределы страны, проходят лечение в онкологическом центре. После того, как у государства появилась возможность данная группа людей взять специальную программу для них по третьей линии сделать, определить его бюджет и работать по ней, намного облегчило для пациентов, никуда им не нужно выезжать для того, чтобы получать данное лечение. Третья линия – это таргетное лечение. Химиотерапия, разделяется группа препаратов, которые используются. Первая линия, вторая линия, третья линия. Третья линия, она более финансово обременительная, потому что я озвучил цифры, которые уходят финансово, они составляют определенный объем. А то, что касается вообще химиотерапии, первая, вторая линия – это всегда
обеспечивал и обеспечивает фонд обязательно медицинского страхования. И совместно с Минздравом это ежегодно обсуждается, значит, их бюджеты, какими препаратами они, значит, будут оперироваться. После, значит, утверждения и согласования между ведомствами и Кабинетом министров, значит, утверждение, значит, данных целевой программы. И начинается работа, значит, реализовываться. Это в части химиотерапии, значит, на сегодняшний день, да, вот так большая работа, значит, проводится со стороны Минздрава. В рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в области обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, обозначены 9 категорий, и 2500 человек внесены в реестр льготного обеспечения. На это отпускается определенный ежеквартальный бюджет, согласованный с российской стороной. Закупом лекарственных препаратов занимается РУП «Абхазфармация». Лекарства выдаются пациентам по льготному рецепту во всех районах аптеках. Какие именно это категории? Здесь у нас по рецептам, например, в рабочем порядке идет обеспечение граждан, в том числе Российской Федерации, у которых есть, например, инвалидность, та или иная группа инвалидности. Там есть определенная программа российской финпомощи на обеспечение их медикаментов согласно их перечню российскому. Да, эта категория больных ежеквартально, согласно рецептов, выписанных в наших поликлиниках, получают их непосредственно у нас. Так, если отметить категории, значимые, помимо этой, инсулинозависимые, да, сахарный диабет больные, да, есть программа Министерства здравоохранения, по ней мы те или иные виды инсулинов в Министерство здравоохранения привозим. Это бесплатно население получает. Какие категории? Туберкулез, у нас, да, естественно, знаете, наверное, неприятную категорию больных, да, они тоже, соответственно, обеспечиваются. Есть и по ветеранам нашей войны программа по протезированию, это в Гаграх центр, да, тоже мы привозим им, согласно поручению Минздрава, там, кстати, качественные довольно эти комплектующие, это фирма Атабон немецкой. И есть даже не привязанные непосредственно к каким-то зоологиям больных, а в Министерство здравоохранения обращаются разных категорий граждане и выписать какие-то помощь, какую-то медикаментами, в том числе и дорогостоящую, могут даже и без привязки к каким-то категориям болезней. И таким гражданам и дорогие довольно-таки препараты бывает частенько мы, да, обеспечиваем. В целом совокупность помощи населению в этом плане, она в принципе растет. Она растет ежегодно. И по ассортименту растет, по номенклатуре различных наименований. И суммарно, если так в финансовом выражении исчислять, из года в год идет увеличение. Для инсулинорезистентных пациентов существует целевая программа. Пациенты с сахарным диабетом по месту проживания получают препараты. На программу по профилактике и лечению туберкулеза в этом году было предусмотрено 7 миллионов рублей. Из них уже освоено 6. Осуществляется также программа по протезированию конечностей на базе Гагрского КБРЦ. Минздрав закупает комплектующие для центра, где собирают протезы для инвалидов-ампутантов. В этом году на программу было выделено 3,5 миллиона рублей, и на эти средства уже закуплены расходные материалы. В общей сложности Минздрав осуществляет 9 целевых программ, 6 из них направлены на лечение пациентов. И несмотря на такой объем, в Минздрав ежедневно обращаются граждане, нуждающиеся в помощи. Многие люди инвалиды, значит, инвалиды с детства, но не имеют, значит, российского гражданства, очень много обращений, значит, в Минздрав. Где-то до 150 обращений мы ежемесячно принимаем заявления наших граждан, которые нуждаются в препаратах. И мы, значит, всячески стремимся, делаем все для того, чтобы их потребности обеспечить. Есть вещи, когда
состояние человека, оно жизнеугрожающее, это или хроническое. Это мы на это все смотря, мы в первую очередь кого обеспечить, потом уже в плановом порядке, значит, кого обеспечить. Все это сортируем, направляем, значит, в аптечное учреждение от Хасфармации. Значит, данные пациенты получают там лекарственные препараты, а потом аптечное управление отчитывается перед нами о проделанной работе, значит, по обеспечению. Ну, счета выставляет, счета мы оплачиваем. Ну, работа ведется в этом направлении. И где-то в районе миллиона 900 вот, расходы вот, связаны с обращением граждан. Это тоже немало. Значит, ну, хочу сказать, что мы не рассматриваем и не можем рассматривать все, которые имеют назначение, там, прийти, чтобы в Минздрав данную помощь получить. Ну, определенные критерии мы выбираем: инвалиды, дети, беременные. Ну, в таком направлении мы идем, идет обеспечение, и люди довольны. Иногда бывает, когда не экстренное состояние, да, ну, значит, с обеспечением там в порядке очереди, чтобы люди чувствовали, чтобы одни, чтобы получили все, другие ничего. Или нету такого человека, я думаю, который без внимания ушел бы, значит, с Минздрава, не получив помощь. Кроме того, с 2012 года действует программа развития и совершенствования организации заместительной почечной терапии для больных с термальной почечной недостаточностью. Отделение гемодиализа было сформировано на базе ЦРБ. На момент открытия отделения было 23 пациента и проводилось 2000 процедур за год. На сегодняшний день количество пациентов варьируется от 60 до 70, и за год проводится почти 10 тысяч процедур. Что касается программы, целевой программы, она выделена, сумма в целевой программе для пациентов конкретно с хронической почечной недостаточностью. В год выделяется 50 миллионов на приобретение расходного материала для диализных аппаратов, для того, чтобы мы закупали все необходимые медикаменты, средства немедицинского изделия, хознужды и так далее. Это все составляет эту сумму. Также пациенты наши получают препараты льготные, которые требуются им для качественной жизни в районных поликлиниках по месту жительства. В эту сумму эти препараты не входят. То есть еще отдельная сумма по программе выделяется в поликлинике. Они достаточно хорошо обеспечены, может быть, с какими-то задержками, но получают все препараты необходимые. На 200 тысяч населения где-то в пределах 100 человек должно быть, которые получают заместительную почечную терапию. Но мы должны учитывать, что еще вот в Гаградский район, они выезжают за пределы России, они в Адлере получают диализ. Гагра, Гудаута. Ну, как-то, может быть, им удобнее так это делать. Не все ходят к нам. Понятно. Ну а те, кто у вас в списке, они все получают? Да, все получают. Программа бесплатна. Да. Единственное, может быть, их не устраивает вот их привезти сюда. Они из деревень едут, пропускают больные, на автобусы не упаздывают. Ну такая вот социальная такая прослойка есть у нас, не адаптированных к этой программе. Тяжело им, конечно. Один пациент в год, но если учитывать, что у нас процедура 5300 в среднем без препаратов, да, то 156 процедур, ну где-то около миллиона в год. Один пациент. Один пациент. Есть у нас хорошие новости. У нас есть пациенты, которые прописываются в России и делают трансплантацию. Прям такая вот. Вот в прошлом году 3 человек, позапрошлом 2 человек. Чаще всего молодые это люди. Но тенденция все-таки к увеличению, да, выявляемости? Да, за счет выявляемости. Это ни с чем не связано. Это статистика мира. Это вот, ну, почка такой орган, который в любом случае она изнашивается, так или иначе.
не всех коснется заместительная почечная терапия, но хорошая физическая подготовка, здоровый образ жизни, конечно, способствует отдалению прогрессирования почечной недостаточности. Бишуксатоид сноқойште. Уядагьы ачымазарақәа сымоуп, аха адиализ саҿуижьҭеи бишуксатоид. Уи ахәа хышәаауам ишԥоуҳәо? Мап. Ахәа акагьы хаҳшәааӡом. Ахәшәқәа ҳзылырҩаауеит. Ԥыҭк. Нас ишәыхәода? Абас. Еиҳабхәода, сара, например, гемоглобин очень низко. Убри ральфодоуп сзыргәаҟуа, уи сзылырҩаауеит хар сымаӡам. Амедсестрацәа, аӡӷабцәа, аврачцәа уаҳа анаҭахымкәа напы ҳарҭоуп. Наԥшәыдыркыло. Напы ҳадыркылоит, агәҽанызаара рымоуп есымша. Шәа бантәи ауараҟәа шәынхома? Сара сымаҳә иҿы сыҟоуп Кындыӷ. Нас шәызлаауеи? Ашьыжь амаршрутка атрасахь снаргот, амаршруткала саауеит. Егьыс сымаҳә дансықәшәо даауеит, уигьы аус иуеит аграницахь сааигот. Бас. Чтобы не соврать, по-моему, лет 6 уже хожу. Ну, я бывал в Адыгее, еще кое-где бывал. Мне кажется, у нас, если не лучше, то не хуже, чем в Адыгее. При всем уважении к Российской Федерации. Откуда вы приезжаете? Вы здесь в городе живете? Пицунда. Вы с Пицунды едете? Да. Не сложно добираться, как вам? Да, немножко сложновато, конечно. Пожить хочется еще. Как вы случилось с почками? Так, вы что-то упустили, не вовремя обратились или как? Я не знаю. Я грешу на войну, наверное. Может быть, это последствия ранений. Ничего не могу сказать. Хотя у меня была печень пробита. Не могу ничего сказать. Выявление сахарного диабета, допустим, нелеченный сахарный диабет, запущенная форма сахарного диабета, артериальной гипертензии, ну и плюс, конечно, аномалии развития, либо наследственные какие-то факторы, которые приводят сюда. Вот. Но выявлять сахарный диабет, вот почему работает у нас программа по диабету хорошо, они занимаются этим, и к нам больных к нам приводят они своевременно, вот так скажу. Наблюдаются, но не все доходят до диализа. Ну, если вот количество больных с каждым годом растет, скажем так, а бюджет тот же, ну, хватает, как вы умещаетесь в это? Хватает. Вот все-таки как-то перекрывают. Наверное, может быть, они за счет какого-то долга, ну, я имею в виду, что в следующий год или еще что-то, не знаю. Но мы всегда пишем, каждый год, конечно, мы пишем, что увеличивается число, что нам нужно увеличить финансирование. Мы, конечно, хотели бы очень, чтобы у нас был аппарат выделения диализа, чтобы мы занимались прямо в постели больного этим проведением этих острых процедур, они спускались сюда, потому что некоторым больным тоже это, ну, не всем приятно смотреть на больного, который находится на аппаратном дыхании, со всякими разными трубками подключенными. Вот. У нас нет отдельного, к сожалению, кабинета, чтобы мы вот таких больных здесь обслуживали. Но идет вопрос об этом, они уже в этом году, может быть, в начале следующего планируют поставить там аппарат. Стоит отметить, что на базе республиканской больницы проводится эндопротезирование. Это хирургическая операция, предполагающая замену частей или всего сустава искусственным протезом. Ежегодно Минздрав приобретает до 40 протезов для данной программы. Помимо лекарственных препаратов, Минздрав приобретает медицинские изделия, вакцины, оборудование, аппараты, приборы, инструментарии, медицинский расходный материал, лабораторные реагенты и расходные материалы для лабораторных исследований. В основном все это закупается в Российской Федерации. В случае экстренного поступления в больницу в течение 3 дней пациент полностью обеспечивается медикаментами и расходными материалами. Закупом лекарственных препаратов занимаетесь вы? В той части, где рукофосформация, да. В основном вы с Российской Федерации, да, покупаете сейчас, ну, в данное время?
Ну, вообще у нас всегда, да, основной наш, как говорится, партнер в этих вопросах, это, конечно, Российская Федерация, потому что по ряду причин, да, основное государство, где идет закуп, это, конечно, Российская Федерация. Бывают какие-то моменты, какие-то исключения, когда мы как бы на другие государства выходим. Ну, там есть, во-первых, сложности определенные, учитывая наш тоже статус политический, но не только. Нам удобнее, конечно, с Российской Федерацией работать. Ну, у нас нет лаборатории, да, где бы мы смогли проверить вот качество, допустим, лекарств, да? Нет, просто- качественный анализ мы в Абхазии не проводим, да, если там возникают какие-то ситуации, ну, бывает, да, только если на территории РФ в их лабораториях. Поэтому здесь в работе мы отталкиваемся от тех сертификатов, от тех исследований, которые на стороне Российской Федерации проводятся. Но обеспечением лекарственных препаратов в медучреждении тоже как бы... Как заказчик выступает Минздрав. Соответственно, Минздрав определяет те объемы, которые требуются ему для распределения, в том числе по медучреждениям. Мы обеспечиваем, соответственно, Минздрав. Они уже распределяют как там согласно своим нормативам и потребностям тех или иных лечебных учреждений. Сейчас такой контроль, значит, там у поставщиков, дистрибьюторов, их контролируют при ввозе. Ну, экспортные, когда декларацию делаешь, на экспорт заходит сюда, все эти документы через таможню проходят. И плюс, значит, сертификаты качества, которые компетентные органы российской стороны, значит, выдают эти сертификаты, подтверждают его качество. Мы оперируемся им, но у самих здесь такой лаборатории нету, значит, для того, чтобы мы могли, значит, анализ качественный, количественный провести. Значит, ну, пока мы оперируемся на те документы, подтверждающие документы качества российской стороны. Основные цели и задачи вышеупомянутых программ – улучшение качества медицинской помощи в государственных медучреждениях путем устранения дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также своевременное обеспечение лекарственными препаратами нуждающихся пациентов. По данным Минздрава, ежегодно бюджет целевых программ увеличивается и охватывает все больше пациентов, нуждающихся в помощи. И, конечно же, необходимо улучшать работу, проводимую властями по усовершенствованию системы обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!